Бля, сейчас найду кнопку, где меньше сделать, блядь. Блять, как ее меньше сделать? Ёбаный ты в рот. Не, ща Владимир поставить меньше. Ебать, он тут меняется. Я 5300 поставил, посмотри, нормально или нет? Да, мне ж Или больше сделать? Все хорошо? Все, я с тобой 5300 тогда. Хорошо, где они? С правой стороны от меня? Угу, хорошо, сейчас. А что я на сохранение? Не, Руни, я взял.
Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола. На связи город Минск и футбольный манеж. Температура 1 градус ниже нуля, но у нас в манеже, естественно, сегодня гораздо теплее. Температура очень приятная, играть командам будет, я уверен, комфортно. Собственно, встречаются у нас сегодня хозяева футбольный клуб Крум-Катши и футбольный клуб Слуцк. Сегодня эту трансляцию пройду для вас я, Дмитрий Подгорный. Честно скажу, сам лишь недавно узнал, что придется мне сегодня сесть за микрофон, но надеюсь, что от этого ни качество трансляции, ни эмоции никак не пострадают. Что ж, почему мы здесь сегодня с вами собрались? Собственно, согласно регламенту, команда, занявшая последняя перед местами на вылет место в высшей лиге, а также команда, которая занимает третье место первой лиги, получает право на стыковые матчи, которые, собственно говоря, сегодня и начинаются с практически двухнедельным опозданием, ввиду того, что в стане случан, к сожалению, еще в самом начале декабря, нет, простите, еще в конце ноября, да, это было до последнего тура, случилась эпидемия коронавируса. В связи с этим Слуцк не провел и заключительный тур чемпионата Беларуси с Смолевичами. Вот, и, кстати, насколько мне известно, официального результата еще нет, хотя было бы разумно просто присудить Смолевичам техническую победу, так как Смолевичам это, собственно, ничем не помогает, а Слуцку, ну, собственно, Слуцку тоже ничем не помогает, потому что Слуцк еще за тур до конца занял окончательное 14 место и оказался, собственно говоря, в стыковых матчах. Что ж, пройдемся по составам играющих сегодня команд. ФК Слуцк. Игроки выступают сегодня в белых футболках. Номер 30 Илья Брановец, вратарь. Номер 8 Егор Семенов. Номер 12 Павел Зуевич. Номер 17 Мухаммад Умар Бала. Номер 18 Сулейман Куанда. Номер 23 Игорь Бабко. Номер 24 Юрий Козлов. Номер 25 Илья Рощеня. Номер 55 Александр Анюкевич. Номер 59 Роман Кривулькин. И номер 77 Дмитрий Сасин. Запасные игроки. Номер 1 вратарь Илья Мамай. Номер 7 Артем Паникаров. Номер 9 Артем Сердюк. Номер 11 Владислав Сычев. Номер 15 Андрей Рум. 74 Михаил Сачковский. И, наконец, 78-й легионер из Буркина-Фасо Абдул Гафар Касум Сина Сирима. Вот такое вот длинное непростое имя у этого игрока. Главный тренер команды Александр Бразевич. Хозяева, выступающие в черных футболках. Номер 1 Иван Санько. Номер 2 Руслан Лисакович. Номер 3 Кристиан. Номер 7 Кирилл Ермакович. Номер 8 Михаил Калятко. Номер 18 Виталий Лихтин. Номер 30 Сергей Лынько. Номер 69 Никита Рочев. Номер 78 Дмитрий Сибелев. Капитан команды номер 89 Павел Гречишко. И номер 98 Александр Яцкевич. Собственно, лучший бомбардир команды по итогам этого сезона. 7 мячей удалось Александру на данный момент забить. Отмечу, что еще 2 матча у команды впереди, и все может случиться. Что ж, запасные игроки. Да, вот, кстати, переходя к запасным игрокам, стоит отметить, что интересная ситуация сложилась у Крум-Катшоу сегодня с вратарями. К сожалению, запасной вратарь Станислав Клещук сейчас оказался на больничном и не может принять участие в этом матче, поэтому сегодня впервые в заявку в этом сезоне попадает номер 19 Роман Бабаев. К остальным запасным игрокам. Номер 9 Иван Верес, который перед этим чаще всего оказывался в стартовом составе. Вот после того, как пополнил команду в летнее трансферное окно. Номер 13 Иван Василенок, также поразительно, но игравший в основном в стартовом составе. Защитник. Номер 15 Андрей Альшаник. Номер 17 Роман Плехов. Также левый защитник, который практически всю осень провел в старте.
Номер 33, вернувшийся недавно после травмы, уже отметившийся выходом на поле, Сергей Козека. И номер 54, Дмитрий Жданок. Главный тренер Сергей Кузьминич. Но, к сожалению, сегодня он на скамейке запасных отсутствует, ввиду того, что в матче со Шмянами, если вы, конечно, помните, Сергей Кузьминич получил, надо сказать, довольно скандальную красную карточку. Вот, за споры с судьей, я бы сказал, не по самому приятному эпизоду. Нарушение, казалось бы, из ничего придумал там Дмитрий Дмитриев Руслану Исаковичу. Тогда как раз поспорил с ним Сергей Казимирович Кузьминич и был с поля удален. Вот, собственно говоря, сейчас и пожинает плоды, так скажем, санкций. Ну а возвращаемся мы сейчас на футбольное поле. Пока я объявлял составы и рассказывал всю подноготную сегодняшнего матча, прошло уже 3,5 минуты. За это время, собственно, ничего не произошло. Команды примериваются друг к другу, друг друга изучают. В этом сезоне они еще, собственно, ожидаемо не играли. Вот, хотя не в первый раз Крумкадши в этом году встречаются с командой из высшей лиги. Как мы помним, в просто феноменальном матче при переполненных трибунах СОК Олимпийский удалось обыграть Крумкадшам Динамо со счетом 2-0. Тогда отметились голами Сергей Лынько, который, кстати, сегодня занимает место в старте на правом фланге обороны, а также Михаил Колядко после голевого паса Ивана Вереса, который сегодня начинает эту игру со скамейки. Падение, но никакого нарушения сейчас судья не видит, что для Крумкадши очень хорошо. Вынос вперед. Точнее, скорее всего, это был длинный пас, но Яцкевич сейчас не цепляется за мяч. Оказывается, быстрее игрок Случан. Да, и второй матч, вот я не договорил, в котором также удалось встретиться Крумкадшам с представителем высшей лиги. Это была уже 1/8. 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу, в котором минчане принимали Ислач из Минского района и уступили со счетом 4-0. Хотя, возможно, из логики игры тогда счет не вытекал. Мы тогда с коллегами отмечали, что справедливее было бы все-таки закончить игру при счете 3-1. Вот, потому что на 1 гол Крумкадши наиграли, а вот на 4 пропущенных, наверное, все-таки нет. Хотя какая разница, сколько команда пропустила, если в итоге она проиграла. Вот. Это, кстати, во многом коррелирует с философией Сергея Казимировича Кузьминича, но там, правда, речь идет обычно про забитые голы. Вот. Много раз Сергей Казимирович в своих интервью отмечал, что лучше забить 1 гол и выиграть, чем забить 4 и не набрать 3 очка. Комбинацию пытается разыграть Крумкадши сейчас в центре поля. Колядко. В борьбе сейчас он уступает. Мяч оказывается у Случан, который не торопится сейчас разыгрывать. Возможно, просто не хотят слишком тратить силы сегодня гости. Причины, в принципе, понятны. Явно ударил по тренировочному процессу ковидный кризис. И сейчас, возможно, гости просто не располагают нужной физической формой, чтобы с первых минут показывать те самые скорости. Длинный пас от 25-го номера. Это Илья Рощеня. Никого не находит, уходит за пределы поля. И Сергей Лынько сейчас будет мяч вводить. И снова неудачно. Как-то не до своего не докинул. Можно сказать, из-за половины, из-за пределов поля выкинул в пределы поля. Что ж. Нет, дают перебросить. Да, тянут, можно сказать, каждый игровой эпизод футболисты. И нарушение. Александр Яцкевич сейчас возле центральной линии получил толчок в спину. Но быстро встал наш нападающий. Кристиан. Свободно Рочев. Рочев входит по левому флангу один. Набирает скорость Никита. Смещается в центр, как он это обычно и делает. Яцкевич. Скидка пяткой на Сибилева. И нарушение со стороны Димы, к сожалению.
На Романе Кривулькине сейчас, ну, надо сказать, непредумышленно, но все-таки свалил Дмитрий. Но какова была комбинация? И как здорово сыграл Никита Рочев. Померился он скоростями с Дмитрием Сасиным. Дмитрий Сасин — российский полузащитник, которого лично я помню еще по выступлениям за Томь с города Томска в 2017 году. Тогда у томичан случился, можно сказать, просто катастрофа случилась посреди сезона. Не удалось им предоставить никаких финансовых гарантий игрокам уровня премьер-лиги российской. И тогда в зимнее окно практически все футболисты команду покинули. И, собственно, вторую часть сезона Томь доигрывала молодежным составом, в числе которых тогда были, кстати, и выступающий сейчас в московском «Спартаке» Александр Соболев, ну и также Дмитрий Сасин. Если я не ошибаюсь, тогда правую бровку рыхлил этот полузащитник. И надо сказать, что довольно удачно. Но, конечно, силы были тогда не равны. И Томь по итогам сезона премьер-лигу покинула. Но возвращаемся мы в Минск. Длинная передача. Через длинные передачи стараются выходить игроки Слуцка из обороны. Вот это заметно. Уже не первый раз вот им линии обороны идет пас на спускающийся ниже игроков нападения. Но Курмкаджи пока что справляются, что, безусловно, здорово. Рочев. Кристиан. Кристиан не рискует, дает назад спокойно на Гречишко. К слову, в ноябре месяце было несколько эпизодов у Кристиана, когда хотелось ему сделать, видимо, передачу как-то интереснее, резче, как-то обострить игру, но в итоге приводило это иногда к довольно опасным ситуациям. Обрезался его арийский защитник. Вновь мяч у обороны Слуцка. И что же, будет снова длинная передача? Слушай, нет, Куанда отдает сейчас обратно на Илью Рощеню. Сам поднимается выше. И нет, вот смотри, через короткий пас пробовал сейчас выйти Слуцк из обороны, но на номере 59-м Роман Кривулькин нарушает правила. В этот раз уже Кирилл Ермакович. Спокойно, розыгрыш. Ну что же будет дальше? Рощеня пытался сейчас прорваться сам. Пытался обыграть Михаила Колядка, но в итоге мяч достается Ивану Санько. По-моему, впервые в этом матче Иван Санько к мячу сейчас прикасается. Кристиан, собственно, не выбивает далеко Санько, разыгрывает сам. Аккуратно с ближним. И сейчас Лихтим пытался с помощью такой свечи вывести команду в атаку. Колядка прорывается сейчас по флангу и сбивает его на левом фланге. Номер 59. Опять же, Роман Кривулькин. Довольно много сегодня мы упоминаем этого игрока. И штрафной. Михаил Колядка, как нам известно, очень хорошо стандарты исполняет в большинстве случаев. Собственно, чего мы сегодня и ждем. Как от него, так и от второго исполнителя стандартов. Вот это в последних матчах Кирилл Ермакович. Но нужно вспомнить, что и Руслан Лисакович часто исполнял стандартные положения, штрафные, угловые и так далее. Подача. Удар сейчас и мимо ворот, к сожалению. Это Александр Яцкевич. Ну, кто бы сомневался. Саша опять едва не открывает счет голам в стыковых матчах. Сейчас всего лишь, я думаю, в полуметре от перекладины проходит мяч. Причем мяч шел по такой, по дуге. Собственно, не было до конца понятно, куда же он полетит. Ну, вот и первый опасный момент, наконец-то, на 13-й минуте. Долго пришлось ждать.
Но, как мы уже сегодня с вами отмечали, ни одна команда сегодня не рискует. Сегодня все играют довольно аккуратно, осторожно. Много поперечных передач в исполнении футболистов. Много играют назад. Хотя в большей степени это, конечно, сегодня к Слуцку относится. Крумкачи сегодня все-таки стараются выйти в атаку как можно быстрее. Лисакович. Впервые Руслан фактически вступает в игру в этом матче. Долго ждал шанса попробовать мяч. И сейчас какой перехват. Ошибает сейчас Барановец. Прострел! Но как же так? Буквально в метре от Кирилла Ермаковича возник сейчас Сулейман Куанда. И не дал Кириллу замкнуть эту передачу. Вот же второй опасный момент. За минуту создаем мы сразу два момента. Но нужны голы. А быстрый гол сегодня Крумкачам очень-очень поможет. Скидка в центр. И нарушение правил, к сожалению, сейчас со стороны Александра Яцкевича. На одном из защитников Слуцка. Если честно, не вижу, кто это такой. Но вот сейчас медицинская бригада, которая перед нами находится, собирается выйти на поле. Но нет, помощь все-таки не требуется. Самостоятельно поднимается с газона футболист Слуцка. Надеюсь, что смогу увидеть его номер. Рощеня. Много сегодня с мячом этот защитник. Занимает он центральное место в тройке. Верховой пас. И снова Рощеня. Может подниматься сейчас сам Рощеня. Собственно, нет. Отдает он на Куанда. Встречал его уже Михаил Колядко. Да, совсем не рискует Слуцк. Можно сказать, продвижение вперед у Слуцка сегодня только по праздникам. Куанда. Длинный пас. И другой легионер сейчас мяч убивает. Это уже наш защитник Кристиан. Кстати, Кристиан лишь во второй части сезона с неприятной травмой Сергея Козека занял место в стартовом составе. Так все-таки он являлся скорее игроком ротации. Вот. А до летнего перерыва вообще в заявку не попадал ввиду нескольких юридических тонкостей. Вот. Невозможно было его просто заявить, не хватало оснований. Мяч на левом фланге. Слуцк. Пас центр на 8-го номера. Это Егор Семенов. Довольно уверенно сейчас под прессингом держит мяч случане. А Крумкачи в то же время довольно высоко встречают. Практически к атакующей трети подошли наши игроки. Правда, сейчас спускаются. Остался только Александр Яцкевич. И как сейчас здорово на перехвате играет Виталий Лихтин. Но, к сожалению, не достается мяч никому из игроков Крумкачшоу. Колядко. Скинул он вперед, но Куанда там быстро сориентировался и послал мяч вперед первым касанием. И вот сейчас комбинация уже назревает возле наших ворот. Но нет, мяч снова отходит вратарю. Вот так вот. Казалось, что сейчас пойдет пас уже на обострение, но в итоге ушел он к голкиперу. Куанда. Куанда отдает, собственно говоря, отдает длинную навесную передачу, но поперечную. Ермакович. Рочев. Одно касание. Здорово сейчас выходит из обороны наши футболисты. Но Ермаковичу немножко не хватает пространства, чтобы разогнаться и перегнать Романа Кривулькина. Да, такое довольно интересное противостояние сегодня мы наблюдаем. Роман Кривулькин то против Кирилла Ермаковича, то против Дмитрия Себелева, то против Михаила Колядко играет. Очень активен сегодня этот полузащитник. И выходит мяч за пределы поля. Достается Крумкачам. Рочев не торопится вводить мяч в игру.
Кристиан, длинная передача. И, собственно, никому. Аут. Здорово грудью сейчас скинул Колядка на набегающего Ермаковича, и мяч остается у нас. Яцкевич отдал пас на Колядка. Колядка, Рочев. Кристиан. Ну вот и мы не рискуем. Вот и мы играем дома. Кристиан. Идет вперед, неужели будет давать вперед? Так и есть. Свободный Колядка шикарно сейчас нашел и варит с нашего полузащитника. Яцкевич. Здорово сейчас он обошел номера 18 в составе слуцкой команды. Вот. И к тому же заработал штрафной. И снова мяча Михаил Колядка. Что ж, может в этот раз получится еще опаснее. Вот и Яцкевич пошел в штрафную. Но нет, смотрите, розыгрыш. Ермакович остается один против Куанда и зарабатывает угловой. Нет, надо сказать, что на первых минутах все-таки кромкачи оказались гораздо активнее случан. 20 минут прошло, но пока что не видно особой какой-то разницы. Я бы сказал, вообще не видно никакой разницы между командой высшей лиги и командой первой лиги. Вполне равная игра. Без обилия опасных моментов, но, наверное, команды пока еще не раскрылись. Нам остается только ждать. Навес на ближнюю штангу. Снимают сейчас оттуда случайный мяч. И нарушение от Дмитрия Сибелева. Срыв атаки, к сожалению. Нет, простите, это Кирилл Ермакович. Да, иногда путаю я этих футболистов ввиду некоторых внешних сходств. Что ж, да, Ермакович зарабатывает сейчас горчишник. На 20-й минуте. Не могу сказать, насколько обязательно было фалить в данной ситуации. Все-таки я смотрю скорее со своего болельщического опыта, что там, как там считают футболисты, и тем более тренеры. Этого мне неизвестно. Яцкевич поджимает сейчас футболиста. Случан. Вращение. Длинная передача, диагональная сейчас практически прошла, но здорово. Никита Рочев играет. И какой шикарный пас от Кирилла Ермаковича, Михаила Колядка. Колядка, прострел в центр и зарабатывает очередной он угловой. Нет, ну просто здорово. Честно говоря, глаз радуется от того, как сегодня играют кромкачи. Резво, ничего не боясь. Кстати, сейчас два наших центральных нападающих, Кристиан Инсаен и Павел Гречишко, пошли вперед. А сзади остаются Сергей Лынько и Никита Рочев. А вместе с ними и какой сейчас момент был. И снова угловой. Колядка снова готовится он к подаче. Ну уже, надо забивать. 22-я минута. Подача. Яцкевич выпрыгивает, но не дотягивается до мяча. И снова какой-то фол мелкий фиксирует судья. Кстати, со стороны Кирилла Ермаковича. Нет, не хватало ему сейчас, конечно, на вторую желтую заработать. Всего за 2 минуты хронометража. Колядка. Да, грамотно сейчас Михаил подставился. Заработал очередной штрафной, можно сказать, с любимой точки, с любимого фланга. Что ж, Александр Яцкевич, попытка номер 3, а может уже и 4. Вновь большой группой игроков расположились мы в штрафной гостей. Подача на ближнюю штангу она шла и очень удачно головой выносит сейчас игрок Слуцка мяч из штрафной. Мухаммед не догоняет мяч и раздосадована практически вся скамейка Слуцка сейчас руками взмахнула. Ну а передача была действительно хорошая. И сейчас не рукой ли сыграл Кристиан Инсаен. И слышно
некоторое возмущение со стороны игроков гостей, но нет. По-моему, сыграл он плечом. А плечом играть не запрещено. Кристиан. Один идет под прессингом. Сейчас играет Кристиан довольно смело. И практически получилось сейчас за счет быстрой комбинации в одно касание выйти из обороны. Но все-таки опять активен Роман Кривулькин. Оказался он чуть-чуть расторопнее Кирилла Ермаковича. И мяч за пределы штрафной выбил. Санько. На коротке. Гречишка, Лынько. Кстати, собственно, информация, скажем, не получила должного освещения, но Кромкатши в период этой вынужденной тренировочной паузы провели даже один товарищеский матч с одной из сборных системы АБФФ и победил счетом 1-0. И, кстати, голом отметился Сергей Лынько. Изящно он прошел тогда всю правую бровку и с острого угла вколотил мяч в сетку. Вот, кто знает, может быть, и сегодня у него это получится. Рощеня снова там сыграл на коротке, и после небольшой комбинации мяч выносится вперед, но достается Кромкатшам. Лынько. Не часто сегодня он высоко поднимается. Простите за небольшую паузу. Да, были некоторые тут технические сложности. Лисакович. И сейчас какой отличный длинный пас на Александра Яцкевича. Яцкевич, но затормозилась атака и, к сожалению, потерял сейчас он мяч. И к тому же не посмотрел на бокового судью. А тот показал, что мяч достается игрокам в белых футболках. Анюкевич на Рощеню. Рощеня, больше всего он сегодня из игроков Слуцкого мяча касается. Рощеня, пас на Анюкевича. Снова Рощеня. Да, самая активная в составе Слуцка сегодня это их оборонительная тройка. Длинный пас. Ирочев снова впервые играет. Лисакович должен сохранять мяч, но нет, к сожалению, не достается он Руслану. Прострельная передача в штрафную Кромкатшоу. И Санько первый на выходе. Здорово играет Иван. Впервые как вратарь он сегодня в игру вступает. Моими руками сегодня мяч он еще не трогал. И впервые выбивает мяч Яцкевич. Егор Семенов сейчас разгонял эту атаку. В итоге Юрий Козлов мячом владеет. Дает сейчас он на левый фланг. Собственно, оттуда, я думал, что пойдет подача, но этого не произошло. Егор Семенов. Пас на Романа Кривулькина. Кривулькин отдает на... Честно, не вижу номер. По-моему, это Игорь Бабко. Вот, и зарабатывает сейчас Слуцк первый угловой. И кто же сегодня подойдет к мячу? Кто сегодня у Слуцка будет штатным исполнителем? Это номер 8. Да, это Егор Семенов. Вот, тоже довольно активный. Сегодня он в составе команды гостей. Семенов. Подача. И Виталий Ликин, по-моему, первый сейчас оказался на мяче. Но в итоге или не он. Мяч в итоге достается Кромкатшам. Арбитр показывает, что будет удар от ворот. Санько, интересно, разыграет ли опять на коротке. Да, так и происходит. Павел Гречишка.
Такая длинная, но невысокая передача сейчас от Павла Гречишко в сторону Яцкевича. К сожалению, не прошла. Рощеня поднял сейчас высоко, отдал на Кривулькина. Кривулькин поскользнулся и оставил шанс отобрать мяч Никите Рочеву. Но он, в свою очередь, правила нарушает. Куанда не рискует снова, не отдает вперед, отдает снова на Рощению. Рощеня. Высоко поднимается опять Рощеня и отдает точную передачу на Мухаммеда. Мухаммед Умар Бала, вернее. Футболист из Нигерии. Лынько кричит «Я». И, надо сказать, кричит по делу. Действительно он. Колядка. Ермакович. Но неудачную, слишком сильную передачу Ермакович отдавал на Сибилева, но задумка хороша. Стоит это отметить. Почти полчаса игры сейчас истекли. Вот, на часах уже 29-я минута. А счет по-прежнему 0-0. Хотя, конечно, шансы у команд были, но у Крумкачева их было больше. Вот, чаще сегодня представители Макслайн первой лиги угрожают воротам соперника. Брановец на Рощению. Рощение под прессингом вперед не пойдет. Отдает на Куанда. Куанда в то же время идет вперед. И отдает неточный пас. Никита Рочев первый оказывается на мяче. Но впоследствии в борьбе Кирилл Ермакович мяч теряет и, похоже, получает по голове. Мяч остановлен. Матч, простите, остановлен. Требуется ли помощь Кириллу? Нет, сам встает Кирилл, но тем не менее какое-то время еще пришлось играть командам, и мяч достается Крумкача. Все-таки фол там был. Рочев ищет на своих партнеров, я так понимаю, все-таки впереди. Нет. Обманул. Нет, отдал он на Виталия Лихтина. Длинная подача от Лынько. Колядка. Сейчас на Яцкевич, но Яцкевич, как же не обрабатывает сейчас мяч Александр. Уходит он за лицевую линию. И, к сожалению, атаку продолжить Крумкачам не удалось. Брановец вводит мяч в игру. Куанда. Рощеня. И Рощеня, наверное, впервые отдает настолько неточную передачу. Собственно говоря, совсем не туда мяч пошел. Вышел он за пределы поля. И сейчас снова нарушение против Михаила Колядка. Кстати, со стороны Ильи Рощени. Что ж, снова любимый фланг Михаила Колядка. Снова любимое место. Любимая точка. Нужно посмотреть, есть ли штрафной Александр Яцкевич. Да, есть. Похоже, что Анюкевич сейчас будет отвечать за то, чтобы Александр Яцкевич до мяча не дотянулся. Довольно близко эти футболисты располагаются. Можно сказать, что Анюкевич Яцкевича сейчас держит, выражаясь языком футбольным. Колядка готовится к подаче. Невысокая подача в штрафную. Яцкевич почти до мяча дотянулся. И как раз Анюкевич оказался первым на мяче. Вот смотрите, как, оказывается, нетрудно предугадать недалекое будущее. Анюкевич смело пошел вперед. Отдал передачу футболиста впереди. Надо сказать, точную. И какое нарушение сейчас на Мухаммеде Умар Бала. Штрафной, правда, метров 30 до ворот. Может быть, даже несколько больше. Не могу сказать, будет ли прямой удар или все-таки подача. Но посмотрим. И у мяча номер 24 это Юрий Козлов. Игрок 1991 года рождения. Казалось бы, а все-таки игрок уже довольно опытный. 29 лет футболисту. Нет, к подаче он готовится. Подача в штрафную.
Надежно играет Кристиан. И нарушение против Яцкевича. Фол в атаке фиксирует арбитр. Саньков ведет мяч. И отдает ожидаемо на Кристиана. Рочев. Спокойно в центр на Себелева. Себелев. Точно на Кристиана. Кристиан. Себелев. Рочев. Отличная комбинация в одно касание. Ермакович сейчас бежит за мячом, но, похоже, вращение окажется первее. Брановец. Вынос. Рочев должен быть первый. Так и есть. Колядка. Вокруг него сразу 3 игрока. И борется он сейчас с вездесущим Романом Кривулькиным. И снова нарушение. Снова Роман Кривулькин. Ну, неужели желтой карточки? Да, вот как раз желтая карточка. Действительно, какой уже раз Роман Кривулькин нарушает в этом матче правила. Мне кажется, что должен был в какой-то момент судья все-таки не выдержать и карточку желтого цвета достать. Колядка. Надо сказать, что позиция в этот раз даже опаснее. Отсюда можно вполне пробить. И опять большая группа игроков, Кромкадши в штрафной закрепляются. Будут набегать сейчас Гречишка и Ермакович. Ну нет, розыгрыш. Лисакович можно бить. Удар. И выше ворот, к сожалению, мяч идет. Возможно, не совсем так стоило пробить Руслану, но ему виднее. Что ж, снова Кромкадши угрожают воротам Слуцка. Где же команда высшей лиги? Сегодня как-то на поле ее особо не видно. Но, как известно, побеждает не тот, кто больше угрожает, а кто больше забивает. А кто больше забьет, это пока еще вопрос очень и очень спорный. Куанда не торопится снова. Легионер из Буркина-Фасо. Анюкевич. Опять попытка длинной передачи вперед. И снова нарушение правил. В этот раз, похоже, Виталий Лихин фалит. Но никакого штрафного удара мы не видим. Просто розыгрыш и очередная позиционная атака Слуцка. Такая затяжная и, надо сказать, отнюдь не опасная. Куанда. Козлов. В окружении сразу 2 игроков Козлов играет и зарабатывает фол для своей команды. Комбинация в одно касание. Сейчас на левом фланге. Здорово сейчас случайно разыграли этот мяч. Это, похоже, Анюкевич. Подача в штрафную. И вынос. Это Павел Гречишка. Да, с прямыми своими обязанностями сейчас Павел в игру вступает. Сегодня все-таки мы как-то чаще его даже, можно сказать, в атаке видели. Штрафной соперника. Номер 17 отдает на, по-моему, это номер 8. Правильно, это Егор Семенов. Колядка. Колядка отдает сейчас на Яцкевича. Яцкевич может отрываться. Но, к сожалению, жмут его к флангу. И не факт, что получится у Александра из ситуации выйти. Но нет, набирает скорость Яцкевич. Можно стрелять, можно даже бить. Если очень постараться, можно в ворота и попасть. Лихин. Лынько. Подача штрафную. Но вынос. Лынько снова пробовал в штрафную подавать, но какая-то совсем неудачная задумка. Возможно, стоило все-таки мяч на землю опустить и потом уже что-то думать. Вот. Но, мне кажется, Сергей сейчас подумал, вернее, сделал быстрее, чем подумал. И никого там не оказалось. Рощеня. Совсем прогулочным шагом ходят по полю футболисты. Надо сказать, что скорости сегодня вообще не впечатляют. Лишь изредка команды сегодня могут взорваться. В основном в таком ключе игра и проходит. Да, совсем торопится Случане. Очень долго держит мяч на своей половине поля. Пытаются найти подходящий момент для того, чтобы отдать передачу вперед. И вот Анюкевич. Поднимается он довольно высоко, дает на Куанда. Опять же назад. Куанда что сделает?
А Куанда вводит мяч из-за боковой. Рощеня. В который раз я уже произношу сегодня эту фамилию. Ну, каждый раз, когда я ее произношу, ничего опасного почему-то не происходит. Это обычная позиционная атака Слуцка. Вот, но сейчас обостряющий пас шел на Дмитрия Сасина, который, кстати, сегодня не так, чтобы очень сильно заметен. Рочев. Пас вперед. Яцкевич. Яцкевич прорывается через двоих сразу, и никакого нарушения правил не видит сейчас арбитр. Ермакович развернулся, и как неплохо задумался Рочев, но Михаил Колядко в это время находился в положении офсайда. Вот, и за мячом бежать не стал. Какой пас сейчас проходит на Дмитрия Сасина! И как же Дмитрий Сасин сейчас не обработал мяч, не зацепился, ведь можно было просто выходить 1 на 1 и расстреливать Ивана Санько. Сейчас просто шикарный пас за спины защитников Крумкат-Шоу прошел. И, пожалуй, это пока что лучший момент у Слуцка на 39-й минуте матча. Ланько упускает мяч. Сергей Ланько. Пока что особо удачными действиями он не отличается. И на земле лежит Никита Рочев. И подзывает главный арбитр сегодняшнего матча Андрей Васильевич медицинскую бригаду. Да, за бедро держится сейчас левый защитник Крумкат-Шоу. Что же там случилось? Ощущение, что просто какой-то мышечный спазм. Потому что я не припомню какого-то игрового столкновения Никиты Рочева в последнюю минуту. Не понадобится ли замена? Да, пока лишь с помощью врачей. И показывает, к сожалению, сейчас врач Крумкат-Шоу Эдуард Калинец, что замена все-таки потребуется. Никита Рочев держится за заднюю поверхность бедра. Неужели потянул или что с ним случилось? Не могу я понять, но каким-то образом сейчас остается команда хозяев без, можно сказать, основного, без сегодняшнего стартового левого защитника. Очень неплохо провел выпавший ему отрезок 40 минут матча Никита Рочев. Я думаю, что сейчас Роман Плехов будет к выходу на поле готовиться. Вот, а пока что Крумкат-Ши играют вынужденно в десятером. И сразу же этим пользуется Слуц. 12 номер отдает на Кривулькина. В штрафную Кривулькин. Можно бить. Но не достает до мяча, и мяч остается у Крумкат-Шоу. Как-то не воспользовались сейчас случайно, просто шикарной возможностью открыть счет. Крумкат-Ши в меньшинстве, да и атака стала получаться. Вот, но какое-то все-таки неудачное решение в итоге приняли футболисты Слуцка, и ничем путным этот эпизод не закончился. Рощеня на Нюкевича. Козлов отдает сейчас на номера 17-го. Удар! И может быть сейчас угловой, да, пытался в феерическом прыжке сейчас Иван Санько ситуацию спасти, не допустить до углового, но вот рикошет от защитника Крумкат-Шоу сейчас приводит к, по-моему, второму стандартному положению возле ворот минской команды. И снова у мяча Егор Семенов. Вот. И, кстати, что примечательно, тоже номер 8. Сегодня и у Крумкат-Шоу номер 8 Михаил Колядко исполняет все стандартные положения, и у Слуцка. Возможно, номер такой заколдованный. Сасин простреливает сейчас штрафную. Куанда, подача. И как же сейчас едва не ошибается Иван Санько, но нет. Это нападение на вратаря в пределах вратарской площадки. Собственно, в ее пределах вратарь неприкосновенен.
любой малейший толчок может привести к тому, что гол будет отменен, даже если ты тронул вратаря одним лишь пальцем, как говорится. Да, нарушение правил, и будет вводить Иван Санько мяч, что примечательно, в этот раз не на ближнего. Вынос. Яцкевич отлично скидывает сейчас на Лисаковича. Яцкевич почти прорвался, он сквозь чистокол из слуцких футболистов, но получил по ногам, заработал штрафной. И вот опять магия числа 8. Михаил Колядко подходит к мячу и посылает вперед двух центральных защитников Крумкачева. Кристиана Инсаена и Павла Гречишко, капитана команды. Подача. Гречишко, скидка в центр, хороша! Но не дотягиваются Крумкачи до мяча в итоге. А Никита Рочев тем временем, кстати, возвращается на поле. Интересно, может быть и не понадобится все-таки замены. Но, по-моему, Роман Плехов все-таки пошел разминаться. Да, разминается Роман. Возможно, все-таки какое-то время Никита Рочев еще поиграет. А вот уже в перерыве необходимые изменения, вынужденное изменение в состав будет внесено. Анюкевич, Рощеня. Пытается догнать его Александр Яцкевич. И какой перехват сейчас может сделать Руслан Лисакович. Ну и где же там нарушение? Совершенно понять этого я не могу. Просто столкнулись ногами два футболиста. Но почему-то Руслан Лисаковичу при этом переписывают нарушение правил. Мне это немножко непонятно. По-моему, вполне игровое столкновение. Рощеня тем временем пытается разгнать атаку. Семенов. Да, Семенов действительно пытается сегодня очень обострять игру с Лучаны. Какая сейчас отличная комбинация от Слуцка. Сасин под удар. И это Иван Санько. И все-таки забивает Слуцк. Забивает, открывает сегодня он счет в этом матче. 1-0. Я, честно, не могу разделить, кто же это забил. С добивания после шикарного сейва Ивана Санько отличается номер... Ну, я же прошу этого игрока повернуться ко мне спиной. Я совершенно не могу разглядеть, кто это забил. Но тем не менее, к сожалению, мяч в раздевалку получают сейчас Крумкачи. Можно сказать, ровно перед тем, как резервный арбитр показал табличку с 1 добавленной минутой. Разводит Крумкачи. Пора команде отыгрываться. Не вытекало из логики игры вообще никак это изменение на табло. Мне кажется, что если уж и должен был кто сегодня забить первым, так это Крумкачи. Сколько сегодня было у команды моментов, подходов. Ну вот одна атака. Ровно одна атака, когда Слуцк включил скорости. Пытался разыграть в одно касание. И вот мы с вами видим, чем все закончилось. И вот так заканчивается сейчас первый тайм. Со счетом 0-1. Совершенно неожиданно открывает Слуцк счет в конце первого тайма. Буквально на табло в то время было что-то в районе 44-50. Удивительно. Но уходим мы на перерыв именно с таким счетом 0-1 в пользу Слуцка. А с вами мы встретимся через 15 минут и продолжим смотреть этот увлекательнейший матч.
Что ж, возвращаемся мы на футбольный манеж в городе Минск, где проходит первый матч стыковых встреч между клубами высшей лиги и первой лиги. Собственно говоря, ФК Слуцк, как представитель высшей лиги, повел в конце первого тайма в счете. Вот, неожиданно для всех, неожиданно для меня, возможно, даже неожиданно для себя. Хотя, возможно, просто ждали футболисты шанса, пока крумкадши раскроются, оголят свои тылы. И, собственно, комбинация, которая перевела к голу, ну, на самом деле, просто на заглядение. Шикарный удар от 17-го номера Мухаммеда Умар Бала. Пришелся в угол, можно сказать, возле штанги, но каким-то чудом Иван Санько этот мяч, ну, не иначе как вытащил. Вот. Однако после этого Игорь Бабко, номер 23, вот, удалось за перерыв уточнить, тоже стал автором забитого мяча. Собственно, паритет на табло нарушил и установил итоговый счет первого тайма. Вернее, промежуточный счет матча, если быть точным. Ну и второй тайм начинается. Начинается он, кстати, нетипично для Слуцка. Очень активно сразу же пошла команда гостей вперед. И как сейчас приходится вступать в игру Санько в самом начале. По-моему, это был Кристиан. Он пытался выбить мяч, но в итоге попал в створ ворот. И не без труда сейчас этот неприятный верховой мяч вытаскивает Иван Санько. Такой свечкой пошел он и практически в ворота попал. Первоугловой. Уже на первой минуте второго тайма, понимаю, что опять Игорь Семенов возле мяча. Лынько, не самый высокорослый игрок в составе крумкадши, Сергей Лынько, но тем не менее на мяче оказывается он в числе первых. Очень высоко выпрыгивает этот футболист. А сейчас Яцкевич может побороться с Рощеней за мяч, но... Нет, простите, не Рощения, это мой любимый Роман Кривулькин, вот, который засветился в первом тайме. И, кстати, опять он играет на бровке, которая ближе к нам расположена. Вот, переместился он почему-то с правого фланга на левый. Низко смещается 17 номер нигерийский легионер Слуцка. Принимает мяч и снова идет вперед. Кривулькин отдает на Анюкевича. Анюкевич. Куандай. Кстати, если мне зрение не изменяет, то, по-моему, в 4 защитника перестроился Слуцк. Да, похоже на то, потому что однозначно в 3 защитника играл. И нет, все-таки возвращаются в какую-то похожую на привычную схему футболисты. Вот, все-таки, наверное, в 3 защитника будет играть Слуцк, продолжать. Но может и нет. Все-таки нужно посмотреть, понаблюдать. Вот, хотя нам, если честно, с такой высоты не очень видно. Вот, располагаемся мы всего лишь на 4-м ряду. Выше здесь нельзя. Длинный пас вперед. Ермакович пытался побороться за мяч, но это ему не удалось. Крумкадши довольно высоко встречают. Лисакович. Лисакович прессингует сейчас номер 23-го. Это автор гола как раз, Игорь Бабко. Да, вообще в перерыве ко мне подходил главный тренер МФК Крумкадши Сергей Кузьминич и спрашивал, а не было ли, на мой взгляд, там офсайда. Даже просил потом найти где-нибудь видеоповтор. Но мы с коллегами посмотрели, посовещались, пришли к выводу, что офсайда там не было. И гол засчитан честно. Яцкевич, зацепился он за мяч. Серия финтов возле углового флажка. Яцкевич, как классно сейчас он едва не обошел защитника Слуцка. Но в итоге мяч за крумкадшами оставил, а вот атака, увы, не продолжилась. Ермакович. Оставляет он мяч сейчас Колядка. Колядка, собственно, как с того фланга штрафные подает и угловые, также и из-за боковой вбрасывает. Очень охотно. Колядка кидает в центр штрафной. Яцкевич, скидка. Никого в центре, к сожалению, нету. Лисакович может сейчас бороться, молодой полузащитник.
Лынько. Надежно сейчас он скидывает на Инсаена. Инсаен. Спокойно мяч он тащит и против него нарушает правила. Да, слишком сильно руками размахивал там 12-й номер Павел Зуевич. Какая отличная подача на Колядка. Колядка. Буквально сантиметров не хватило Михаилу, чтобы дотянуться до этого мяча. Вот, кстати, если я не упоминал, то ожидаемо произошла замена в составе НФК Крумкадши в перерыве. Вот, Роман Плехов появился на поле вместо почувствовавшего недомогание Никиты Рочева. Вот, заменил его на левом фланге. Посмотрим, насколько активным сегодня будет Роман. В последних матчах уже почти прошедшего регулярного сезона Роман просто разрывал левую бровку, даже забил шикарный гол в ворота футбольного клуба «Сморгонь». И в голосовании за лучший гол сезона в официальной группе НФК Крумкадши этот гол дошел, если я не ошибаюсь, до полуфинала. Вот. Однако позже уступил все-таки и пропустил финал голы Сергея Лынько Минскому «Динамо» и Руслана Лисаковича в ворота гомельского «Локомотива» в сентябре. Два сентябрьских гола встречаются, если я не ошибаюсь. Там эти два матча прошли буквально в одну неделю. Минская «Динамо» приезжала к Крумкадшам на СОК Олимпийский 1 сентября, а уже 5 сентября Крумкадши играли с Гомелем. Барановец. Подождите, Барановец. Рощень отдал на Куанда. Инсаен. Сейчас на банном движении перехитрил нападающего. И, к сожалению, неудачный такой пас получился от защиты Крумкадшоу. А Лисакович тем временем борется за мяч. И почти удачно. Все-таки нарушает он правила. Нет, не нарушает, простите. Казалось мне, но мяч остается за Слуцким. Тем не менее, самоотверженно боролся Руслан. Бабко. Забрасывает он сейчас на 12 номера. Это Павел Зуевич, но Павел Гречишко, опытный защитник. Один из претендентов в символическую сборную этого сезона в первой лиге. Головой играет очень уверенно. Лисакович смещается в центр, но затянул Руслан. Бывает у него и такое. Сергей Лынько прорывает сейчас один Сергей. И как же шикарная задумка была от Сергея. Внешней стороной стопы сейчас он отдавал на Колядка. Но прервался этот пас. Грамотно занял позицию сейчас крайний защитник Слуцка. И как может сейчас под удар скатить. И как пропустил сейчас Мухаммед мяч. По-моему, хотел наставить его Юрию Козлову. Но в итоге первым сыграл там, уже не могу даже вспомнить, Руслан Лисакович. И желтая карточка. Как раз Лисакович ее и получает. Сейчас очень грубо он сыграл против одного из игроков Слуцка. Лежит он сейчас на газоне и не поднимается. Да, это как раз таки 17 номер. Это Мухаммед Умар Бала. Тоже активно себя стал проявлять этот футболист, как и весь Слуцк, уже ближе к 40-й минуте. Вот. И надо сказать, что на первых минутах второго тайма Слуцк тоже очень уверенно смотрится, как и конкретно этот футболист. Я думаю, что просто Слуцк своевременно открыл счет. Очень-очень воодушевляют такие голы, которые забиваются в раздевалку. Наверное, и в раздевалке нашлись у Александра Бразевича нужные слова для своей команды. Видно, что команда завелась, приободрилась и даже гораздо реже сейчас ходит по полю пешком и отдает сплошные поперечные передачи. Ну вот, кроме как сейчас. Да, и вот опять. Барановец. Сменил фланг. Бабко. Вот Бабко как раз таки не торопится. Ну а что ему еще делать? Уже забил. План на сегодня, наверное, уже выполнен. Свой личный. Если такой, конечно, есть, можно будет потом, кстати, спросить. Михаил Колядка.
И как отдавал сейчас Михаил Колядко на Лисаковича, но мяч не проходит. Да, если бы прошел, то был бы по-настоящему филигранный пас. Опять Мухаммед. Мухаммед, как сейчас он убирает Лынько. Проходит сам в центр, и никто ему не помеха, кроме Дмитрия Себелева. Нет, простите, не Дмитрия Себелева, это как раз Сергей Лынько. Да, в то время как Себелев мяч у Мухаммеда отнял, Сергей Лынько его с ног сбивает. И получает горчишник. Да, довольно грубая игра получается в начале второго тайма. Много фалят футболисты Крумкат-Шоу. И, кстати, с очень опасной позиции. Довольно перспективно штрафной сейчас намечается. Подходит к мячу номер 25. И, наверное, да, ну как я и ожидал, это Юрий Козлов, который сегодня уже подавал штрафной однажды. И Илья Рощеня. Неужели? Пока только пасовал этот защитник. Разбегается Рощеня. Удар мимо. Закручивал он мяч. Явно метил в ближнюю девятку. Но все контролировал Иван Санько. И, собственно, даже прыгать зазря не стал. Инсаен. Себелев. Себелев отдает на Плехова. Плехов. Ермакович. Надо Ермаковичу держать мяч. И мяч удержал. Еще и фол заработал. Правда, от ворот соперника далековато. Гречишка. Гречишка дает пас на Лисаковича. Лихтин. Сейчас боролся он за мяч. И сейчас поднимается высоко Лихтин. Может прессинговать. Нельзя дать выйти сейчас Лучанам из обороны. Уже и так поджали немножко Крумкат-Ши соперника. Бразевич под прессингом от Михаила Колядко. Сейчас пришлось Бразевичу этот пас отдавать. Ну а там Инсаен. И, кстати, какая стычка сейчас намечается. Инсаен сейчас решил поссориться с Павлом Зуевичем. Павел Зуевич получил желтую, и Кристиан Инсаен получил желтую. Да, надо сказать, что особо этой стычки не было, но тем не менее не стал Андрей Васильевич предупреждениями ограничиться и ограничился горчишниками. И замена, вторая замена в составе ФК Крумкат-Ши. Иван Верас. Появится он на поле вместо Кирилла Ермаковича. Неплохой матч провел Кирилл, однако, если сравнивать с отрезком, который он провел в первой половине ноября, в конце октября, то, конечно, с этой точки зрения не лучший матч получился. Высокая подача на Яцкевича, но чуть-чуть не хватает Яцкевичу, чтобы дотянуться до этого мяча. Я так думаю, что стоило бы Яцкевичу добыть на голову повыше. Но чего нет, того нет. Все-таки не Питер Крауч. Анюкевич переводит на фланг. Это, по-моему, Рощеня с мячом, если я не ошибаюсь. А нет, это был не Рощеня, это, да, это же Роман Кривулькин. Как же я не разглядел. Бабко. Один Бабко, но против него уже Руслан Лисакович включился. Длинная передача вперед. Гречишка должен быть первым на мяче. Гречишка. И как сейчас отрезал этим, казалось бы, таким небрежным пасом Мухаммед сразу двух игроков Крумкат-Шоу от эпизода. И едва не убежал Павел Зуевич. Бабко может вводить мяч в игру. С чем успешно справляется. Зуевич не удержал мяч. И Лынько на опыте сейчас заработал он удар от ворот. И почти прошло 2/3 матча. 59-я минута у нас сейчас на табло. А матч приобретает все более, так сказать, даже ожесточенный по-спортивному, конечно, характер. И мне кажется, что еще увидим мы сегодня голы. Я думаю, что все болельщики Крумкат-Шоу только и ждут того, что их команда отличится. И надежды, которые она, можно сказать, она анонсировала в первом тайме своей игрой, она их осуществит.
Да, действительно, первый тайм, конечно, у Куркачева получился гораздо лучше. Но, возможно, именно такой был план на игру у Слуцка. Во втором тайме серьезно прибавить. А Куркачи, наоборот, должны были забить быстрый гол. Я даже в этом и не сомневаюсь. Себелев. Себелев, пас на Лисаковича. Лисакович отдает надежно на Лынько. Лынько, Гречишка. Кристиан. Идет вперед Кристиан. Отдает на Плехова. Плехов самоотверженно пробовал сейчас парень пройти вперед, но напоролся на серьезного визави. Это номер 77, это Дмитрий Сасин. Не дал он Роману спокойно пройти мимо него и еще чуть позже штрафной заработал. Да, много фалят Куркачи. А у мяча тем временем номер 8. Игорь Семенов. Подача. Высокая. Кричит я сейчас Иван Санько и забирает мяч в руки. Уверенно. Колядка. Себелев. Себелев вперед сейчас идет. Спокойно сам. Отдает на Вераса. Верас очень хорошо цепляется этот футболист за мячи. Вот, казалось бы, даже в ситуации, когда любой другой бы этот мяч потерял, он продолжает его упорно держать в ногах. И, кстати, зачастую это и приводит к опасным моментам. Именно вот такая вот стойкость этого нападающего, который пополнил состав Куркачева летом, перейдя, по-моему, из футбольного клуба Смолевича. Или же я что-то путаю, я, пожалуй, этот вопрос уточню. Куанда. Брановец. Сильно вперед бывает Брановец. И мяч достается Павлу Гречишко. Не стоит торопиться сейчас Павлу. Можно спокойно выходить из обороны. Хотя, конечно, прессинг очень ожесточенный сейчас от Слуцка. Лихтин может разгонять атаку сам. Может даже бить. Удар. Нет, а подача на дальнюю штангу. И буквально не хватает только игрока на дальней штанге сейчас, к сожалению. Непонятно точно, что это все-таки было. Такой удар. Либо же все-таки навес. Но если навес, то, наверное, все-таки немножко поторопился Лихтин. Должен был он чуть-чуть мяч как-то подержать. Или подождать игрока, или посмотреть партнера в других местах. Сейчас какая-то пауза в игре. Немножко я не понимаю, что происходит. Какие-то проблемы с экипировкой, что ли, у главного арбитра, в чем ему сейчас помогает линейный арбитр. Это, похоже, Антон Полуянов. И спорный мяч. Или... Да, спорный мяч, который Слуцк никому не отдает, оставляет себе. Лынько скидывает сейчас в центр, но там не добирается Михаил Колядка. Спокойно может один играть сейчас Иван Санько. Есть Павел Гречишко, есть Роман Плехов, есть и игроки впереди, но выбирает он, конечно, наиболее надежный, безопасный вариант. Сыграть с Павлом Гречишко. Гречишко вырезает сейчас он передачу вперед. Может Вера сцепляться, но теряет мяч из виду. Гречишко снова. Кристиан под прессингом сейчас очень серьезным играет Кристиан, но отдает точную передачу на Ицкевича. Лихтин. Лихтин отдает на Лынько. Гречишко. Снова Гречишко с мячом. В какой раз уже за эту минуту. Плехов. Не идет вперед, дает на Кристиана. Колядка. Колядка, подача на Вераса. И Верас почти зацепился за мяч. А Лынько тем временем в изумительном подкате зарабатывает аут для своей команды. Да, верно.
И вновь весьма охотно идет его подавать. Этот аут Михаил Колядко. Далеко кричит тренерский штаб Крумкачев. Выполняет эту установку Михаил. Далеко выкидывает, но мяч Крумкачам в итоге не достается. Кристиан скидывает головой, но не очень удачно. Яцкевич может решать сам. Колядко. На правом фланге Колядко. Можно вешать навес. И первый сейчас на мяче Илья Брановец, капитан команды. А тем временем Серема, номер 78, сейчас готовится выйти на поле. Это, по-моему, первая замена в составе Слуцка. Лынько. Сибелев. Гречишка. Санько. Гречишка. Можно выносить вперед. Яцкевич первый на мяче. Здорово играет Александр. Скидывает сейчас на Колядко. Но, к сожалению, ответный пас не проходит. Прочитали ситуацию игроки Слуцка. Сергей Лынько получил сейчас по ногам. Лежит он на газоне. Корчится от боли. И подзывает главный арбитр сейчас медицинскую бригаду. Да, просит прощения у Сергея Лынько сейчас Александр Анюкевич. Да, столкнулись они там со слуцким защитником. И похоже, что да, требует главный арбитр за пределами поля, дабы не останавливать игру и не затягивать ее, оказать помощь Сергею Лынько. Рощеня. Роману Кривулькину отдает он сейчас. На 8-го номера сейчас идет пас. Это Егор Семенов. Бабко. Отдает сейчас поперечный пас. И едва не ошибается. Точнее, можно сказать даже, что ошибается, потому что Крумкачи, ну, что же там было? Не знаю, не знаю. А тем временем как раз замена, о которой мы и говорили. Павел Жиевич, нападающий футбольного клуба Слуцк, на 67-й минуте покидает поле. Уступает он место Абдулу Гафару Серема, нападающему из Буркина-Фасо. 98-го года рождения. Молодой совсем футболист. Приехал покорять белорусские просторы. И не сказать, что неудачно. Иван Селько спокойно забирает мяч и отдает на Павла Гречишка. Что ж, Павел Гречишка снова берет на себя такую роль плеймейкера. Будет сейчас разгонять атаку. Лынько. Лынько прорывается сам на скорость. Сейчас он проходит. Довольно юркий защитник. Важное качество для бровочника. И сейчас как разыгрывают Крумкачи, но Яцкевич в приеме слегка неудачно сыграл. Сейчас такая довольно вязкая получается борьба. Как сейчас это? Неужели это Анюкевич? И правда, Анюкевич, 55-й номер, сейчас перехватил мяч, можно сказать, у своей штрафной. И пошел к контратаку. А сейчас Роман Плехов, можно сказать, повторяет его. Не подвиг, но что это было? Вот, и отдает сейчас на Вераса. Верас, прострел, но неудачный. Куанда надежно играет сейчас головой. Возможно, стоило что-то пооригинальнее придумать Ивану. Колядко. Лынько. Колядко. Снова Лынько, снова Колядко. Или отпускает сейчас мяч Михаил Колядко. Почему же сейчас так неудачно получилось? Ощущение, как будто Крумкачи расстроились.
Да, конечно, счет не в их пользу, но все-таки только 70-я минута. Плехов играет головой и не дает Дмитрию Сасину сразу завладеть мячом. Но окончательно выбить мяч тоже не получается. Продолжается позиционная атака слуцкой команды. Бабко. Да, вновь в каком-то таком стиле своего первого тайма играют горожане. А в высоком прессинге Иван Верес. Но другого выхода у команды нет, нужно перехватывать. А если такая команда, как Слуцк, играет низко, то и выхода другого нет. Приходится играть высоко. Подача с левого фланга, и никого нету. Падает там сейчас Мухаммед, но, честно скажу, ничего там не было. Арбитр со мной солидарен. 77-й номер Дмитрий Сасин пробил сейчас с левой ноги, но... Нет, здесь с правой. Что ж, Колядка. И какой сейчас момент может быть возле ворот. Прорывал сейчас игрок Слуцка, отдавал в центр на Юрия Козлова, но Юрий Козлов не добрался до мяча. И тем временем разгоняется контратак Крумкачеву. И кто у нас на правом фланге у Крумкачева? Это Павел Гречишко. Поднялся Павел Гречишко на номинальную позицию Сергея Лынько сейчас. И штрафной заработал. И снова Михаил Колядка. Да, стандарты — это именно то оружие команды, когда с игры забить не получается. Кто знает, может быть, Крумкачам в этот раз стандарты и помогут. Хотя с них команда забивает не то чтобы очень часто. Правда, в последнее время таких случаев было довольно много. В частности, шикарный гол Кирилла Ермаковича кстати, после паса того же Михаила Колядка. Вот, отлично Михаил отдавал низом с углового, и в одно касание Кирилл Ермакович в девятку зарядил. Плехов. Плехов на Себелева. Снова Плехов. Плехов отдает сейчас передачу, разрезающую на Лисаковича. Но Лисакович за мяч не цепляется. И разгоняется контратака Слуцка. Это Серема. Серема один сейчас был против троих. И победителем из схватки не вышел. Кристиан. Лисакович. Лисакович-Лихтин. Лихтин дает на свободного Лынько. Это пас напрашивался. Лынько должен сейчас решать, что Сергей отдает на Вероса. Верос! Но почему же Верос сейчас не добирается до мяча первым? Ведь был он один. Что же произошло? Ну а тем временем еще замены. Номер 74 выходит на поле вместо Юрия Козлова. Это молодой футболист Михаил Сачковский, 2002 года рождения. Вот. А у Крумкачева тем временем готовится своя замена. Это Андрей Ольшаник, который, собственно, довольно долгое время оставался одним из игроков стартового состава Крумкачева, но после как-то все-таки больше на лавке стал начинать матчи. Вот. И меняет он Виталия Лихтина, игрока центра поля, хотя Андрей Ольшаник чаще всего все-таки играл на фланге. Какие-то указания сейчас отдает Андрей Ольшаник. Похоже, команда будет перестраиваться. Неудивительно, что это, возможно, какое-то атакующее перестроение. Возможно, больше нападающих сейчас будет у команды. Возможно, чуть придется разрядить среднюю зону, так как в основном на фланге, как мы видим, полагаются Крумкачи в своих атаках. Это, конечно, риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. И не выходит в высшую лигу. Гречишко, ну, как сейчас напоролся на локти Дмитрия Сасина.
Кристиан. Плехов. Кристиан. Передача на Гречишка. Гришка ничего не стал выдумывать и дает на Лынько. Лынько. Яцкевич. Снова Лынько. Кристиан может идти сам. Кричат ему: выходи. Собственно, что он и делает. Отдает пас на фланг, где впервые оказывается, по-моему, это Роман Кривулькин, номер 59. Итак, кто же еще есть, если что, в запасе у Крумкат-Шоу? Это Роман Бабаев, экстренно заявленный вратарь. Это Иван Василенок, это Сергей Козека и Дмитрий Жданов. Собственно говоря, не самый большой ростер игроков сегодня у Крумкат-Шоу. Кстати, отсутствует сегодня Павел Рассолько. Вот, перед игрой он выполнял стандартные для незаявленных крумкатчами футболистов программу упражнений. И сегодня мы его на поле не увидим. Барановец дает дальнюю передачу на Серема, который, по-моему, борьбу выиграл, но, правда, отдал не своим. Не нарушение правил очередное. Не за карточкой ли тянется главный арбитр? Нет, что-то поправляет он себя на рукаве. Собственно говоря, это что-то и поправлял минут 20 назад линейный арбитр, когда игру пришлось приостановить. Какие-то, видно, проблемы с экипировкой у Андрея Василевича. Сейчас серия финтов, обманных движений на фланге. Быстрее выезжает центр, не проходит. Колядка, перехват. Можно идти в контратаку. Но ловит контратаку Мухаммед. Да, хлопает ему сейчас, аплодирует скамейка Слуцка. Прервал сейчас очень-очень опасную контратаку футболист Слуцка. А сейчас возмущается лавка и немногочисленные присутствующие здесь люди тому, что свистит сейчас Андрей Василевич после столкновения Лынько и Рощени. Да, по мнению представителей Крумкат-Шоу, ничего там не было. Свистел арбитр зря. Лисакович. Перелетает мяч сейчас сразу двух футболистов. Как Лисакович, атака футболиста Слуцка. Как сейчас прорывается номер 17. Нет, не 17. Это был, по-моему, Дмитрий Сасин. Да, 77-й номер. И зарабатывает он угловой. Не прошел сейчас прострел. Кто-то из футболистов Крумкат-Шоу надежно сыграл. Но стандарт есть стандарт. Семенов готов. Подача. Яцкевич первый на мяче. Можно выходить. И падение, и пенальти. Ну что же такое? Назначает пенальти сейчас Андрей Василевич. 0-2 может сейчас стать в матче Крумкат-Ши-Слуцк. Вы знаете, вот у меня, к сожалению, нету здесь монитора с повторами. Я не могу даже точно сказать, было ли пенальти. Но, тем не менее, по-моему, сам пострадавший, это Серема. Абдул-Гафар Серема сейчас подходит к мячу и будет пытаться переиграть вратаря Крумкат-Шоу Ивана Санько. Так, смотрим за этой дуэлью. Серема готов и пробивает он сейчас Ивана Санько, несмотря на то, что Иван Санько угадал направление полета мяча. Но, к сожалению, для Крумкат-Шоу счет становится 2-0. А 2-0 это уже, конечно, серьезно. Да, если бы мне сказали еще в первом тайме, что к 80-й минуте счет будет 2-0, я бы, наверное, поверил, но все-таки удивился. Ведь невыразительно смотрелись случане в первые минут 40 игры. Вот, и в то же время довольно грозными, с
смелыми, самоотверженными были футболисты Крумкат-Шоу. Гицкевич сразу же пошел вперед на свободную зону. Хочет Саша отыграться, это даже не обсуждается. Не исключаю, что сегодня он все-таки забьет. Лынько. Подача не проходит. И Колядка снова у мяча. Это, можно сказать, такой аут угловой, потому что там всего 3 метра до углового флажка. И сейчас мяч может остаться. Через себя пробует сейчас бить кто-то из игроков. И какой момент! Андрей Ольшаник! Я даже не успел все прокомментировать. Через себя пробовал бить кто-то из игроков Крумкат-Шоу. И ценой травмы он сейчас едва ли не пробил. Но после Андрей Ольшаник шикарно подхватил мяч на углу штрафной. И вторым касанием, не опуская мяч на землю, пробил. Вы знаете, не без труда. Илья Брановец, можно сказать, из девятки этот мяч сейчас вытаскивает. Вполне возможно сейф этого матча. Кто же это, я не могу понять. То ли не Павел ли Гречишка сейчас находится в окружении врачей. И замена, вторая вынужденная замена в этом матче. Павел Гречишка. Ну как же так? Ведь всего лишь Павел Гречишка хотел пробить поворотом, но в итоге я не знаю, что там случилось, с кем он столкнулся. Но похоже, что действительно нужна замена Павлу Гречишко. И кто же есть из защитников? А есть как раз-таки Иван Василенок, о котором мы сегодня уже говорили в начале матча. Вот, но пока что еще неизвестно. Может, все-таки Павлу удастся продолжить игру. Помню, был матч в Пинске, да. Был он с Пинской волной. И тогда Павел Гречишко тоже под самый конец, на 80, наверное, 2-й или 3-й минуте, получил травму, также в верховой борьбе, что было, по-моему, с коленом у него связано. И изначально врач показывал, что требуется ему замена, но в итоге Павел, если я не ошибаюсь, матч доиграть тогда смог. Пускай и после матча выходил прихрамывая. Как Саси сейчас прорывается мимо Лисаковича, и нет нарушения правил. Чисто отбирает Лисакович мяч. Возмущаются случайно, но не преклонен Андрей Васильевич. Возмущается тренерская бригада Слуцка. По их мнению, никакого чистого отбора здесь не было. Или же спор был о том, кому принадлежит мяч. Но, честно скажу, я не могу точно расслышать, о чем там кто говорил. Мяч достается Слуцку. Лынько. Подача в сторону Вероса. Лисакович спокойно отыграл сейчас на Колядка. Сибелев, Инсаен. Санько. Можно и вперед выносить, но нет, отдает он на Плехова точно. Но, к сожалению, Плехов не обрабатывает мяч. Оказался сейчас под прессингом со стороны игрока Слуцка. И мяч упустил за пределы поля. Аникович. Бабко. Сычковский. Аникович. Снова он с мячом отдает, забрасывает сейчас на Бабко. И мяч в итоге после серии рикошетов попадает все-таки Крумкат-Шам. Сергей Лынько вводит мяч в игру. Сибелев. Навес вперед. Сибелев на Вероса. Но Верос проигрывает верховую борьбу. Как-то сегодня у Ивана не идет, скажем, его сильная сторона, по-настоящему сильная, потому что в верховых единоборствах, конечно, такого соперника, как Иван Верос, защитнику не пожелаешь. Очень трудно с таким игроком бороться.
Несмотря на не самые выдающиеся габариты, борьбу он навязывает такую, что не каждый может. Анюкович. Сачковский. Длинная передача в направлении Сирима. Он тут один. Сирима едва не перекинул сейчас защитников, но неудачно. Сибелев. Лынько. Ицкевич. Гречишка. Кристиан. Плехов. Довольно низко располагается сейчас наш крайний защитник. Простите, крайний защитник Крумкачев. Длинный пас от голкипера. Например, Сирима снова, но Инсаен. Кристиан снова первый. Лынько первый должен быть сейчас, но слегка промазал он сейчас по мячу, и остается он у Слуцка. Сачковский. Да, цвет номер вращения снова отдает на Конда. Сасин. Кривулькин отдает на голкипера. Стандартный ход Слуцка, когда оказываются они под прессингом. Отдают голкиперу и мяч за собой сохраняют. Было бы любопытно взглянуть потом на статистику владения мячом. Сколько же в итоге Слуцк провладел им. Я бы даже сказал, без продвижения вперед. Лынько. Готовится он, похоже, к подаче. Нет, отдает аккуратно на Колядка. Снова Лынько. На Ицкевича. Ицкевич зажигает сейчас свечу над полем. И как сейчас получил по лицу Мухаммед от Колядка. И игра остановлена. Интересно, получит ли карточку сейчас Михаил. Да, какие-то проблемы с переговорным устройством сейчас у Андрея Василевича. Как-то он как будто бы не расслышал подсказок от своих помощников. Подошел и лично пообщался. И красная карточка Михаилу Колядка. Посовещался он сейчас и получает прямую красную. Михаил, ключевой игрок Крумкачев. Совсем неудачный матч для Крумкачев, к сожалению, сегодня. Вынужденная замена, красная карточка Колядка. Ну, здесь просто нечего даже сказать. Еще и два совершенно необязательных гола пропустила команда, при этом не забив свои в первом тайме. Я имела все шансы. Конечно, для Крумкачев, для хозяев безумно обидно. Особенно обидно то, что имели все шансы Крумкачи выйти в высшую лигу со второго места, но в итоге заняли третий, и сейчас вот не самым удачным образом для них складывается первое стыковое противостояние, хотя, конечно, шансы у команды есть. Кто сказал, что если одна команда забила 2 мяча, то другая этого сделать не может? Может, еще как может. Я даже уверен, что Крумкачи все-таки забьют. Пусть не в сегодняшнем матче, но в целом в этом противостоянии, потому что есть хороший подбор игроков в нападении у минчан. Собственно, без хорошего нападения, наверное, команда бы и не забралась так высоко в таблице первой лиги. И, увы, пара досадных поражений не позволила команде закрепиться на втором месте. Санько сейчас не дает забить. Вытаскивает сначала он мяч из ближнего угла, а потом не дает добить Сирима.
Сасин. Активен этот полузащитник во втором тайме. В первом тайме далеко не всегда приковывал он к себе взгляд. Но во втором тайме по-настоящему раскрылся. И, я бы даже сказал, терроризирует он левую бровку Крумкачева. Вот и сейчас заработал он своими усилиями штрафной. Ой, простите, угловой. Подача. Яцкевич практически дотянулся до мяча, но в итоге удар от Серема идет и встречает на своем пути Сергея Лынько. Верас прессинговал, но не получилось, увы, у Вераса. Да, тяжелый матч для Крумкачева. Перестала получаться игра в атаке во втором тайме. Вот даже редкие моменты, когда мяч все-таки попадает вперед. Ни до кого из игроков Крумкачева, к сожалению, он в итоге не доходит. И 4 минуты компенсированного времени добавил судья. Собственно, да, наверное, наиграли на 4 минуты, потому что было много остановок. В частности, я не знаю сколько, не считал, но секунд 40 стояли команды и после удаления Михаила Колядка, как будто бы осмысливая происходящее, точнее произошедшее. Длинная передача. Никому не достается. Иван Санько разыгрывает с Кристианом. Нужно идти Крумкачам вперед. Нужно забивать хотя бы один. Это же двухматчевое противостояние. Здесь каждый гол чрезвычайно важен. Забить сейчас — это облегчить себе задачу в Слуцке. Хотя в данном случае скорее усложнить задачу саму Слуцку. Кстати, ответный матч пройдет в субботу, 19 числа, собственно, в Слуцке. Хотя, конечно, слышал я и такое, что могут предложить провести и второй матч здесь, в Манеже, ввиду того, что, ну, действительно, простите, уж холодно. Декабрь месяц на дворе. У нас тут не Англия и не Европа, где играют в футбол круглый год. Лисакович. Подача. Альшаник, скидка в центр, хороша. И почти удается сейчас зацепиться Крумкачам и обосноваться на территории штрафной. Гречишка. Первый играет головой Плехов. Спокойно должен играть Роман. И какая же неудачная передача, увы, от Себелева. В одно касание пробовал он сыграть в стеночку или же на третьего. Но, похоже, таки в стенку, учитывая то, что Роман Плехов забегал. Но слишком сильно и высоко получилось. Мяч за боковую линию выходит. А мы наблюдаем контратаку Слуцка. Лынько, на самом деле, едва не заработав карточку за опасную игру. Сейчас он выбивает мяч в прямом смысле из-под носа у Мухаммеда. 78 номер Дмитрий Себелев. Плехов. Плехов. Низкая подача, которая приходится в Рощеню. Вынос вперед. Да, на самом деле может себе позволить Слуцку уже играть на отбой. Наверняка команда устала. Тут сказать нечего. Яцкевич отдает на забегающего Лынько. Лынько получает толчок в спину. Ну что же, ничего, не свистит судья. Похоже, что корпус-корпус была все-таки игра. Но вот сейчас свисток судьи все-таки не молчит. И замена в составе Слуцка, наверное, заключительная. Номер 15 Андрей Рум вступает в игру. Вместо кого? Вместо номера 23, похоже, это Игорь Бабко. Это автор гола, который, можно сказать, перевернул сегодня ход этой встречи, так как до гола Крумкачи, на мой взгляд, матч контролировали. И неудачная подача от Лисаковича, что же так небрежно Руслан сейчас сыграл.
Плехов. Вперед закидывает он мяч головой. Себелев может бороться. И нарушает правила снова кто-то из игроков Слуцка. Похоже, это был Сулейман Канда. Яцкевич. Почти дотянулся он сейчас до мяча после подачи. Но, конечно, уже 93-я минута. И Александру все-таки тяжело. Все 90 минут он отыграл. И в подыгрыше, и воротам угрожал. Конечно, устал. И вот звучит финальный свисток. 0-2 в Минске в первом матче стыкового противостояния. Крумкадши Слуцк на этом, конечно же, не заканчивают, а встретятся с нами, точнее, покажут нам еще одну серию этого блокбастера в субботу уже в Слуцке. А я благодарю вас за то, что вы посмотрели сегодня нашу трансляцию. Благодарю своих коллег, режиссеров, операторов. А с вами был я, Дмитрий Подгорный. До новых встреч! Здорово, здорово, здорово.